Многие спрашивают, что означает метаком. Металл и конструкционные материалы. Ну, это советский подход. Это советский, да, это брендинг. Как Вот Совнарком, вот эта вот тема, да? ставили вопрос, чтобы сделать ребрендинг этого. Ну, очень многие по Крыму уже знают, немножечко сложно. Это у вас территория изначально была, это самая первая? Нет, я на соседней территории, там территория ДОСААФа была, там 2 навеса автомобильных. Вот эти цеха все были построены нашими собственными силами. То есть, когда вы уже немножко развернули? Да, на этой территории была старая заправка. В общем, что это такое? Здесь была территория, она называлась КАТЕМ, колонна автотранспорта и механизации. Еще советских времен РайПо была такая организация, вот к ним относился. Когда начался процесс распада, эта территория, она осталась, они ее просто даже охранять, у них не было финансовых средств. И председатель РайПо, Безнес Михаил Иванович, он сейчас депутат Госсовета Крыма, он приезжал, кое-что там у меня брал и говорит, давайте пройдите, посмотрите, может вас заинтересует эта территория. Я тогда отбрыкивался. Он говорит, ты потом меня будешь вспоминать. Вспоминаете? Да, вспоминаю, вот я же вспомнил. Но я тогда не мог допустить, что действительно я смогу застроить эту территорию, построить вот эти цеха, где-то что-то. Тут пустыри были. Я неделями с одного конца до другого не мог дойти, потому что бурьяном вот это все заросшее было. Вот это все с Крыма, где что там под разборку разбирали, перевозили сюда. Здесь вы, получается, кровлю, да, производите? Здесь, да, кровельные материалы идут, профнастил, металлочерепица. Это станки разные, получается, ну, разный профиль, разные станки. Но это, вот это вы сделали, когда вы уже как бы твердо на ногах стояли, да? То есть Ну, уже... получается, это где-то в районе 2007, может быть, года 2008, я точно не помню, надо по шильдикам станков смотреть, когда мы брали. Тогда здесь работал в Крыму только один филиал завода «Арсенал», это одесский завод, который производил кровельные материалы. Мы начали им заказывать, брать для себя надо было, для своего офиса первые. Мы поехали с ними, а они тогда предложили возможность, давайте будете нашими дилерами, раз есть. Ну, да. Вот так начала. Мы где-то год-полтора, наверное, у них брали. Ну, потом, когда выросли, поняли, что лучше производить самому, это будет оперативно, чем 2-3 дня они заказ выполняют, 2-3 дня у нас времени нет поехать забрать. Да, это же и накладно, не всегда машина загружается, как говорится. Это взяли один станок, потом постепенно начали набирать больше станков. А сейчас, пожалуйста, вот эта вот продукция. Приятно видеть, по Крыму едешь. Свою продукцию. У нас есть черепица, которая оригинальная. Вот станок такой, что больше... Вы показали, да, вот это? Да, да. Это оригинально, кстати. Да, оригинально. И когда едешь, видишь, да, я вот это могу спутать, мое, не мое, они похожие где-то что-то, а то-то не перепутать. И до сих пор никто это... Нет, это вот как станок был, финский, мы взяли его, он один. Потом никто эти станки 3D не делал почему-то. Может быть, в Европе и есть, я уж как-то... Сами вы станки разрабатывали? Вот именно своего производства станки? Нет, этого не делали. Это сложно? Мы делали станок, пару станков делали только для правки проволоки. Вот правильный станок. Вот, кстати, стоит. Это заводского изготовления. Угу. То есть он берет вот бухту, Да. там полтонны, 300 килограмм проволоки. И его прокатывает, выравнивает, рубит вот по этому размеру. Все, я понял. А станок мы сделали правильный. Ну, я не знаю, как сказать. Вот мы получаем черный металл, они приходят хомуты. Там тоже проволока такого типа, марка немножечко другая. Это для удобства хомуты. транспортировки? Да, ну жалко его, да, для погрузки для этого самого. Да. Хомуты там 8-10 проволок, вот так, Да. и диаметром оно где-то 1,5 метра. Жалко, там разматываешь там 20-30 метров проволоки, реально. Оно уходило в металлолом. Сидеть вручную рихтовать его нет. Отрезаешь, она кривая, станок заводишь через ролики, она вот дает вот такую ровную проволоку. Это опять же, это ваша разработка Да, была, да. Ну, это хозяйский просто подход. Это хозяйский подход. Ну, чем на металлолом его за копейки сдавать, сделал так хотя бы для своих строек. У нас стройки постоянно идут. Да. Пожалуйста, уже не берешь, допустим, метр не выходит тебе 50 рублей, а выходит он там 10 рублей. Уже
эффективно. Так что 2-3 месяца работы этого станка он себя оправдывает, окупает. И на металлолом уже меньше уходит. А где Руслан Йок? А? Селям? Ассаляму алейкум. Руслан? Нету? Все, получается у вас? Графит. Графит? Популярный сейчас, да, графит? Матовый графит, да. Вот заодно и увидите, как это все делается. Да? Это вот это, из этого листа, да, прокатывается? Графит матовый, вот это как раз идет на... Сейчас популярный цвет, да? Популярный, да. Ну, я не знаю, для наших условий черный и так жарко же летом. Ну да. Но это на крышу, да, получается? Не Кровельный забор. материал. И на забор можно. На забор вообще изумительно. Вот сосед, вот когда будешь выезжать, видишь, как раз он напротив. Они сделали. Он красиво смотрится. Сам материал матовый, он бликов не дает, Дорого смотрится. смотрится. И за счет толщины. Матовые они делают только определенной толщины, тонкие не делают. Потому что покрытие лакокрасочное дорогое. И, ну, Ну, чисто практически. момент. делать его на тонкий металл, он потом все равно получится это самое. Да. У меня крыша вот такого цвета. Ну, это, наверное, самая классика. И это, и коричневый еще. Ну, есть. коричневый под черепицу, да? Да, под черепицу, под натуралку идет. Отдел снабжения будем говорить. Так, минуточку, ребята, столы чистые ваши, да? И вот здесь вот у нас отдел снабжения. Это наш замдиректора Джемиль. Это Икрем. Это Лявер, руководитель отдела снабжения. Итак, теперь пойдем. 7 класс, это будем говорить где-то 70-е годы. Вот 69-е, 70-е, 68-е даже годы. Вот я в 72-м я закончил школу, это вот где-то 68-й год. Фотоаппарат-то купили тогда, а как дальше, что с ним делать, опыта ни у кого нет. Бабам алды, Рахметли Мансур Акай работал фотографом в фотостудии. И посадил меня в машину, поехали, говорит, Мансур, мына тебе карану греце, деді. Ай, кель. И вот с тех пор я с ним и остался в фотосалоне работать. До обеда в школе, после обеда иду на работу. Он 3-4 дня, неделю покрутился, где-то что-то он меня научил фотографировать. Это студийный 3-нога там была, такая камера с этим накрывались вот, в студии. И потом после этого самого клиентов нет, я заходил в лабораторию, я проявлял, я печатал фотографии, вот так вот было. И он мне немножечко давал, где рубль, где 2 за день. Сам садился на дырочку, уезжал по селам, по детским садам, по школам, снимал, привозил мне на работу. Ну, в то время, 7-8 класс, у меня свои собственные заработанные деньги уже были какие-то, пусть немножко. А почему вы не продолжили? Это же супер, это же была вообще не перегретая ниша, она была свободная, по сути. Не знаю, как-то... Не солидно было этим заниматься? Нет, меня больше электроника тянула. Ну вот вы там и проявились, вас деньги не интересовали, а само дело, наверное, интересовало. Да, у меня интерес был больше это сам. Хотя деньги, когда нужно было, я в принципе знал, как их заработать. Электроника меня кормила, в принципе. Это у всех были телевизоры, у всех были магнитофоны, они часто требовали ремонта. Соответственно, это... То есть вы, получается, еще и могли отремонтировать, да? Да. Я же говорю, как получилось. Я закончил школу в 1972 году. Потом сдал документы на поступление в Ферганский политехнический институт. Последний день, вот завтра уже должны начаться вступительные экзамены. Конкурс был очень большой, 175 человек на одну группу должны были набрать. Ну, это где-то получается около 10 человек на место. Мои друзья, с которыми мы сдавали документы, как раз приехали с Ташкентского политехнического института,
как это самая приемная комиссия в Фергане. Мы берем документы, а я, вот именно что я хотел идти по электронике. В Ферганском политехническом 4 факультета, ближайший похожий это энергофак, но силовая электрика, будем говорить, энергетика. Ну никак она близко даже не стоит рядом с электроникой. А Ташкентский политех пришел уже автоматизированная система управления, уже ближе. Я беру документы в последний день с Ферганского политеха, сдаю туда. Первый экзамен 5, второй экзамен чем-то я не понравился преподавателю, который принимал экзамен. Фамилия, наверное. А? Фамилия, наверное. Фамилия, может цвет кожи, может разрез глаз. Я это почувствовал из-за его отношения. Сказать, что я не знал математику, первую 5 письменно. Аттестат 5. Математики постоянно все олимпиады это решат. Ездил. А здесь сажусь за это, а он без внимания посмотрел. И этот первый вопрос сбивает, второй вопрос билета сбивает. Ладно, иди 3. Я говорю, стоп, как? Я без подготовки, я когда взял билет, я только задачку буквально там полминуты решил, я говорю, я готов отвечать. 3. Я говорю, нет, я не согласен, я на 5 иду. Будешь со мной спорить, вообще 2 поставлю. Вот отношения, что, как. После этого у меня желание пропало вообще в этот институт поступать. Следующие экзамены просто, чтобы не обижать маму, не расстраивать ее, я сдаю без подготовки, прихожу, лишь бы сдал. Сдал 2 4 было, получается, но вот эта 3 мне сделала климат. Я даже не поехал на мандатную комиссию в Ташкент. 5 сентября оттуда приходит письмо, вы не прошли научное отделение, но вы зачислены на вечернее отделение, приезжайте учиться. Я это маме не говорю. Я говорю, я не поступил. Еду в Ташкент, забираю документы и возвращаюсь домой. Просто я... Это вам было сколько лет? Мне 16 было. Откуда вот столько самостоятельности в 16 лет? Ну, я, в принципе, был самостоятельным ребенком. Не знаю почему, потому что с детства я брал ответственность на себя. Вот больше того, я скажу, вот этот фотоаппарат мне подарили на день рождения. Это что хочешь, родители? Ну, фотоаппарат хочу. Ну, 11 рублей это немало. Это нормально. в то время, да, в принципе, это 2-3-дневная зарплата отца была, но в то время это существенно было относительно. Но после этого мои хотелки, я уже на родителей не вешал. Я уже зарабатывал сам. Следующая покупка у меня был велосипед за 49 рублей 50 копеек. Я помню эти цены, потому что трудом зарабатывались эти деньги. Ну ладно, не буду об этом говорить, это такое дело. Как-то... А почему? Подождите, это очень важно. Потому что мы сегодня же эти проблемы имеем, у нас у детей все есть, а они ничего не хотят. Это, наверное, вот как раз таки это и есть. Своих внуков, своих детей я приучал точно так же. Вот сын у меня старший сын, 90-е годы, мне объяснять не надо, вы где-то, наверное, приблизительно такого же возраста. Мой сын сейчас уже 40 лет исполнилось, но в то время он учился в 7-м, по-моему, 6-м, 7-м, может, 8-м классе. Несколько лет. Я и жена, супруга моя, и я работали в одной школе, в Уваровской средней школе. Она преподавала математику, я преподавал физику. Ну и уровень оплаты тогда оставлял желать лучшего. Зарплату иногда по 1,5 года не получала ни она, ни я. Выживать надо было. Ну и, соответственно, как выживать? Что есть, то и продаем. Коров держали дома, огород, картошку сажали, помидоры сажали. И вот это выносили, продавали на трассе, вот здесь вот где-то что-то проезжающий. И вот пацан помогал мне как-то. Я тогда его вот приучал таким образом. Давай я тебе там, ну люди едут по трассе, напитки надо. Вот купил напитки, привел. Вот это твое.
И вот он там месяц-полтора поработал, а он хотел магнитофон тоже себе купить, ну, как-то это самое. Сколько стоит там? 115 рублей, что ли, стоило тогда? Гривен. Он набрал эти деньги. Но теперь как раз пик сезона идет. Это лето, это июль, август месяц. Обороты нужны, да, да? обороты. Я тогда ему сказал: Селим, говорю, без проблем, вот твои деньги, сейчас идем покупаем, будет у тебя магнитофон. Но есть еще другой вариант. Эти деньги мы садимся, едем на Кубанку, побольше скупаем напитков, в ассортименте привозим. Все. Он согласился. Ну и через 20 дней он пошел, купил, продал этот товар, он купил магнитофон, мы ему купили, у него еще остаток товара остался. То есть именно к бизнесу, вот, к уважению, к ценности финансов. Уважение к деньгам получается. Да, правильному использованию, планированию, к использованию финансовых средств, которые есть, вот там он вживую получал эти уроки. Вот как-то так вот было, не знаю. Вот благодаря этому и вот этот бизнес тоже, он в основном это его работа, будем так говорить. Ну, под моим чутким руководством. Ну, смотри, Кавычка. да, ну просто это важно, потому что сегодня многие сталкиваются с этой проблемой, и проблема подростков сейчас, что они ничего не хотят. Вот у вас есть объяснение Я этому? тоже с этим сталкиваюсь, да, я это вижу. В этом я чувствую, что вина не у детей, не у подростков, вина у родителей, вина у окружения, вина в том, что мы не прививаем ценности, не даем критерии и, как бы сказать, цели в этом вопросе, что ценно. Иметь, просто иметь, или попытаться это заработать, проанализировать, насколько мне это нужно, могу ли я без этого обойтись, и что я буду иметь в результате того, что я приобрел какую-то вещь. Потребительское отношение или творческое отношение. Ну, я вроде как, во всяком случае, сыну я привил именно творческое. У него нет блеснуть чем-то. Вот как-то кич, пустить, да? Кичиться, пустить пыль в глаза, то все. Ну, у меня тоже этого не было. Вы даже по моей машине это можете видеть, на чем я езжу. У меня Hyundai Tucson сейчас, до этого была Honda. Вот. Он ездит на Lexus, машину мог бы поменять, машина 2011 года выпуска, вот 12 лет он ее ремонтирует. Ну, это, наверное, область интересов, да? У вас просто область интересов в другом лежит. Да. Наверное, не в машинах, да, наверное. Да. А вот сейчас вы чем интересуетесь? Сейчас, в данный момент, чем интересуюсь, вот есть одна задумочка, которую надо будет пускать. У нас есть торговый центр, мы построили, торговый центр. Там второй этаж, детский развлекательный центр. Я там был, большое помещение. Да, вот мы, если что, мы проедем, посмотрим еще, посмотрите, что это такое. Он, наверное, здесь Джанкой, Белогорск, это здесь крупнейший. Там нету таких вот. Реально оттуда детей привозят сюда какие-то эти самые мероприятия. Там огромная игровая комната. Да, точно. там около 400 квадратных метров, наверное, если не больше. Да нет, побольше. Побольше будет, 800, да. Ну, магазины там, аптеки, то все. Но это социальная история или как это? Это социальная история. Но там вот хочется там же при этом открыть кружки или классы, я не знаю как, изучения крымско-татарского языка. Создать кружок именно для творчества детей, развития этого. Я сейчас ищу людей, которые бы могли этим. Вот ко мне бы кто-то пришел, сказал, вот Решат ага, там, вот я могу, я хочу. Спрос на то, чтобы дети, мои дети, вот будем говорить, как бы мы дома ни говорили, это дети своего времени, когда нам, родителям, некогда было заниматься
как бы языковой культурой, Выживанием занимались. выживанием занимались. Тогда они в детский сад, что там в детском саду им там давали, какая там была программа, нам не до этого было. Когда бывало, что я со школы забираю старшего или младшую с детского садика забираю, везу домой, здесь у нас там 5-6 километров, пока до дома доезжаем в машине, у них же нет телефонов в машине. Они, хочешь не хочешь, рядом мы сидим, получается, хоть на заднем сиденье, по дороге 5-6 слов мы с ними выучиваем. Они запоминают быстро, я их просто заставляю. Давай, что видим? Вот дорога, да, дорога. Как дорога? Ёл. Вот повторяй. Дорога, ёл, дорога, ёл, дорога, ёл. 3 раза повторил, запомнила. Что? Дерево. Как дерево? Терек, терек, терек. Запомнил, запомнил. Вот с дочкой Софинар, вот ее фотографии. Тоже ездили. Карасу-базар. Ну, Аккая. Она там проезжала, и этот говорит, вот так, этот белая скала. Я говорю, нет, это не белая скала, это Аккая. Его топонимика и историческая, и географическая, это Аккая. Повторяем, Аккая, Аккая. Назад едем, там дела сделали, назад возвращаемся. Двое там были у нас. Она брату говорит, вот Аккая. Она не сказала белая скала. У вас же авторитет есть определенный, и она, получается, к вам прислушивается. Ну вот как-то я просто, потому что детям не до этого, у них какие-то проблемы, едут, да ты сядь, да ты там не делай. А мы должны передавать как-то, они больше слушаются, я не знаю, где-то что-то. Хотя в последнее время они стараются, они тоже стараются. Я бы хотел, чтобы вот здесь вот были кружки, и эти дети с удовольствием бы ходили туда. Вот вы из простой семьи. Какие у вас в семье были разговоры, что вы наметились на сложную инженерную? Абсолютно никаких. Дело в том, что я сказал, что отец работал шофером в совхозе, у него не было высшего образования, да, он во время войны служил здесь в Инкермане, был мотористом торпедного катера. Мама без образования, потому что когда ее выслали в Узбекистан, ей было 16 лет только, у нее никакого этого самого. На ее шее оказался дедушка, который умер через месяц после депортации. И на ее плечах оказался младший братишка, 6-летний, Рахметли дядин Вер. И вот она карабкалась, выкарабкалась, вот так. А электроника тривиально до простого, что толкнуло? Толкнуло то, что где-то в 7 классе, опять будем говорить, наверное, у нас был старый, отец у меня был продвинутый, кстати. Вот 3-й телевизор в селе появился у нас. Ну, значит, не такая уж простая. 58-й год. Не такая уж и простая. В то время, ну вот он как-то, ну не на мебель кинул эти деньги, а вот собрал и купил этот телевизор. И считай, практически вся махалля там, где мы жили, приходили вечером, садились со своими стульями, потому что садиться некуда было. Со своими скамейками. И у нас как кинозал был вечером, телевизионные передачи шли только вечером, 2-3 часа их было, днем не было. И вот они собирались, отец на подоконник ставил, на улице этот телевизор маленький, все сидели, смотрели. Теперь какова связь с электроникой? Этот телевизор сломался. Ну, естественно, что? Радиотелемастера надо вызвать. Приезжает радиотелемастер, открывает заднюю стенку, и вот здесь вот меня что-то тут щелкнуло внутри. До того мне стало интересно, сколько там разных цветных безделушек и лампочек светящихся внутри. Они же ламповые телевизоры были. Ну, мастер сделал, я оттуда глаз не отвожу. Он закрыл, уехал, телевизор сделали. Но кроме телевизора у нас еще был радиоприемник с проигрывателем. Не помню, как уже назывался, по-моему, и сеть. Мне-то интересно внутри, что телевизор ломать я не захотел, но этот приемник, да, я поковыряюсь. Я взял отвертку, все это разобрал ножницами, все запчасти подетально вырезал. И потом отец приехал на обед, видит такое дело.
Sen ne yaptın? Ну что ты сделал? То я говорю, пап, я все это сделаю. Но он ругнулся, фиг ты сделаешь. Ну, что, и вот если бы он тогда поругал меня, да, где-то накричал, может быть, я замкнулся, забыл и ушел бы от этого, напугал. Вот то, что он спокойно сказал, что ты все, уже приемника нет, а я обещал, что я это сделаю, сделать этот приемник, собрать я не собрал, сразу говорю. Но это явилось толчком, что я начал брать журналы, «Юный техник», выписывал журналы именно специальные. «Радио» был журнал, «Наука и техника» был журнал, «Техника молодежи» был журнал. Вот этими журналами я тихо-тихо начал самоподготовку. И пришел к тому, что к 10 классу у меня уже была база, и у меня был интерес. Кое-какие вещи уже паял, паяльник был. И потом, дальнейшее уже понятно. Вы говорите, что по математике, олимпиады все вы были, да? Да, технически это, что касается математика, физика, у меня очень сильные предметы были, очень сильные, потому что я даже не готовился на уроки. Реально дома я уроки не делал. Я делал уроки, вернее, домашние задания на уроках. Когда учительница мне говорит, раз делал, оно у меня... Это генетическая ваша история или развитая? Скорее всего, да, потому что склад ума, скорее всего, от отца идет. Он с техникой был связан, я часто с ним на машине ездил. Иногда легко просто проанализировать, когда человек, когда логическая путаница в голове, неважно, какой специальности он имеет. Даже вот здесь вот мы смотрим, вот когда даешь человеку задание, он маршрут так складывает, что он все задачи практически решает, приходит. Логист, получается. Да. Другому человеку, у него склад ума творческий, он там дизайнер. Давайте в красный. Да, давай, ему разницы нет. Вот он будет получать удовольствие от того, что это красиво. Да. Ну, у меня технический. Вот, кстати, ремонт сейчас идет, Мерзия там сидит. Ришат Мельевич, давайте вот вам диванчик, обои, цвет обоев. Я говорю, ты спроси, какой цвет обоев на 2-м этаже в этом кабинете, я тебе не скажу. Ну спроси, где кондиционер стоит или там это, я тебе точно скажу. Потому что, у меня такой склад ума. У кого-то эстетика, у кого-то техника, будем говорить, вот так, наверное. То есть, получается, была некая база, да? Да. И на этой базе и сформировался вот этот интерес к электронике. Он же чем-то вот этой базой подпитывался. Да. Не может быть художник начать ремонтировать? Ну, дело в том, что если, давайте так, будем подходить. В любом случае, можно сказать, что вот у Ришата Мельевича так сложилась ситуация, окружение, школа, что у него там все давали ему, да. И у него пошло. Может быть, наперекор этому пошло. Дело в том, что анализ тех событий, когда я заканчивал школу, пришел уже здесь, вот буквально лет 10 назад, когда я уже здесь в Крыму был. Дошло до этого, что надо было проанализировать. А почему, что, как получилось. В то время, вот 10 класс я заканчиваю. Я же говорю, физика и математика, у меня текущих ни одной четверки не было. Ни одной. 8 экзаменов сдаются, выпускных в школе. Все 8 сданы на 5. Аттестат получаю, в аттестате 3 четверки. Самое интересное по каким предметам? По профилю. Физика 4, химия 4 и геометрия, не геометрия, а черчение, тогда был предмет 4. Все остальные 5. Не только я, даже родителям, оказывается, в голову не приходило, что их сын претендовал на золотую медаль в школе. И мне это в голову не приходило, и я даже не ставил себе целью это. Это показали результаты аттестата. Естественно, шок.
Первое, почему 4? В голову что приходит? Ошиблись случайно. Я беру аттестат, подхожу. Анатолий Гаврилович Дранкин, очень хороший учитель физики, очень мною уважаемый. Я к нему подхожу. Анатолий Гаврилович, вы здесь ошиблись, 4. Он человек порядочный, честный, просто отвел взгляд от меня в сторону, не зная, что сказать. Он сказал, ну, Ришат, физику даже я не знаю на 4. Красава. Красиво. Да, я понимаю, я тоже не знаю, я согласен с этим. Я верю, иду. Теперь химию. Химик Валерий Иванович, он классный руководитель мой. Я сидел за первой партой, прямо напротив, рядом. Вон. Валерий Иванович, вы ошиблись. Откуда 4? Раз поставили, значит так надо. Не обсуждается. Спасибо. До свидания. Черчение я не могу спросить, ни у кого, я даже не помню, это в 8 классе было. Ну, может быть, черчение, может быть, я согласен. Ну, вот эти два. Ну, лет 10 назад здесь, когда начал анализировать, ставить факты, почему Анатолий Гаврилович так поступил, почему мой классный руководитель так поступил. Хотя на Олимпиады по химии кто поедет? Ришат поедет. Они спорили, учителя, если совпадало, да, кто заберет меня на Олимпиаду. А потом ответ пришел, вот я говорю, это самое, в результате логических таких размышлений, что наш выпуск 2 класса было. Но это школа с русским языком обучения. Это единственная, она была не в райцентре. В райцентре 2 школы у нас в Новочкурганском районе было с русским языком обучения. А это в селе, который даже не райцентр. 4 медалиста шли золотых. 4. Ну, видать, в районо, наверное, дали разгона. Как так можно, что 4? Ну, так не бывает. Одна дочка директора школы. Ну, это обязательно. Кандидат. Вторая дочка главного хирурга Центральной районной больницы. Ну, дальше продолжать не буду. Я, наверное, 4. Ни родители не интересуются учебой. Там идет, тянет он на золотой. Да даже я не ставил себе целью туда идти. Вот теперь, 10 лет, 15 лет назад я себе дал ответ, почему появились эти 4, чтобы не было 4 золотых медалистов в школе. Это тоже жизнь, это тоже урок, это тоже пользу дает, конечно, для дальнейшего. Вы прошли определенный опыт, да? Торговый опыт, найма людей, постановка каких-то целей стратегических. Вот сегодня, когда предприниматели начинают вообще деятельность экономическую, вы можете какие-то пару таких базовых, мощных советов дать, как вообще вести бизнес, как вообще вести вот эти отношения? У меня была ситуация такая, когда я поверил фирме, я перечислил туда деньги, это все было сделано юридически правильно, Да. был заключен договор поставки. Да. Банковские кредиты, юрист все проверил, все печати, все идентификационные коды предприятия, это действующие, они зарегистрированы в налоговой службе, то есть это предприятие нет сам. Работает. Перечисляем деньги туда. Ну и через 2 недели мы узнаем, что нас на эти деньги кинули. Отключили телефон и все. Ну, деньги нормальные, судя по всему. Ну, небольшие, я вот как нюх, наверное, или что, надо было перечислять 300 тысяч, там 320 тысяч, что ли, машина леса. Первый этот, я говорю, давайте так, часть я перечисляю, чтобы вы были уверены, что я буду получать, да. А вторую часть, машина приходит с лесом, не выгружаем. Вот, пришла, подтверждение, пусть твой водитель скажет, что вот он на базе, и я тут же перечисляю тебе остаток денег. Хорошо. Я перечислил 68 тысяч, четверть, ровно четверть была тогда, где-то перечислили туда, ну и благополучно распрощался с этими деньгами. Какой совет можно из этого? Совет такой, что если вы подбираете партнеров по бизнесу,
надо очень критически к этому подходить. Не всегда дорогое, качественное, и не всегда дешевое, надежное. Вот эти параметры надо помнить, и все. То есть сейчас, когда мне говорят, что вот, к примеру, какой-то товар, вот тоже ОСБ, мы дадим там на 100 рублей дешевле лист, я этому особенно не верю. Я подхожу критически, я проверю это. И если То есть гнаться за дешевизной не нужно. это не есть этот принцип какой-то. А с другой стороны, первое, и может быть более важнее, чем я сказал, это взаимоуважение к партнерам. Надо относиться, вот твой покупатель пришел, надо решать его проблему, а не зарабатывать. Зарабатывать на нем — это третье, четвертое дело. Помочь ему, вот так. Когда ты ему поможешь, когда это он почувствует, что ты от души ему стараешься помочь, он в следующий раз к тебе придет. Но если То есть ты пользу 3 нужно, да? раза его использовал, ты на нем заработал, ты его обманул, ты ему недовес дал или некачественный товар, не сортовой продал, как это самое. Или Он не через ликвид 3-4 какой-нибудь, дня, он эту крышу, к примеру, накроет, он увидит, что он там выгорел или там где-то что-то пошла волнами, ну, качество не то, он скажет, я туда больше не пойду. А потерять лицо, особенно вот здесь в сельской местности, когда мы живем, это очень сложно. Это если бы вот это предприятие находилось в Симферополе, там пофигу. Народу много, да? Да, там с юга приедут, они все равно закажут, где-то что-то будет работать. Здесь немножечко нельзя вот это вот так подходить. Ну, получается, какой-то социальный авторитет, да, должен быть? Да, однозначно. Однозначно. Честность и порядочность в работе. Неважно с кем. С подчиненными, с руководством. Будь честен, будь Ну, порядочен. вот знаете, смотрите, вот вы сказали такую вещь, она кажется маленькой, но на самом деле очень большая проблема сейчас. Сегодня, когда молодежь говорит, ну, молодежь там условная, да, когда говорят про бизнес, все ищут тему, как заработать деньги. Да. То есть не что дать, да, а как заработать. То есть, получается, заработок, он главный становится. Но в бизнесе это же неплохо, когда Ну, вы вот выходите. давай так. Заработать, если вопрос ставить чисто заработать рубли, я могу подсказать, как это сделать быстро. Так, давайте Да. записываем. Могу. Ну, нужно ли я на это? Это я не считаю, что это самое. Не, ну вы скажите, Это а мы можно. подумаем. Хорошо, я скажу. Вот один вариант. Давайте смотрим. Открывайте завод по производству. Нет, зачем? Не надо. Опять опыт. Пенопласт. Да. Здесь можно открыть пенопласт, производить, много не заработаешь. Гораздо больше заработаешь. Открой небольшой магазинчик, даже вот здесь в поселке, даже вот напротив нашей. Продажа этой строительных материалов. Да, продажи строительных материалов. Пример. 85 рублей, допустим, стоит квадратный метр пенопласта. Мгм. Закупки. Да. Вот закупаем, мы не продаем, купили. Продать, ну, за сколько можно продать? Ну, чтобы потери покрыть. Бывает, что ломается пенопласт, ветром сдуло, несколько штук улетело, там перемолотило. Ну и за работу рабочим надо заплатить, аренду заплатить, налоги заплатить. 90-92 рубля его минимальная цена продажи. Да. Можно заработать? Можно. Но, блин, конкурент тоже так продает. Вот теперь вопрос. Я продаю его, заработать, чтобы деньги купил по 85, я его и продаю по 85. Как ты думаешь, я заработаю что-нибудь? Да. И На много гвоздях. заработаю. И много, вот правильно, правильно. А когда человек приходит, покупает пенопласт, ему не только пенопласт нужен, Фурнитура нужна. ему нужна и сопутствующие материалы, там шпаклевка, сетка нужна, термодюбеля нужны. То есть это там. акционный заманчивый товар. Это заманчиво. Вот психология человека. Чем больше площадь, он думает, Скидка. это самый дорогой. Вот площадь, вот крыша, блин, сколько квадратных метров, вот денег стоит. А если этот навес строить, оказывается, вот эти стойки, вот эти балки больше денег тянут, чем вот эта поверхность сама. Мы уже на эти вещи попадали. Люди попадают, кстати, жалко людей, приходят, купили. Где накладная? Вот накладная. Смотри. Нашу черепицу
То, что мы производим, купили у нас. Дешевле, чем у вас. Купили у нас. Это вот грешок Симферополя. Мы же по всему Крыму развозим. Нас не интересует, куда это идет. Он заказал, Да, он вот купил, ребята всё. нарубили, по накладной ему привезли, сдали Да. эту черепицу. На 20 рублей дешевле. Человек приходит, заказывает. Или он же сейчас грамотный, интернет есть, набрали. Смотрят, Нижнегорск, Метаком, да, сколько? 340 рублей квадрат. Сюда приходит, кибитка стоит, кровля, мир кровли написано. У него ни производства, ничего нет. У него даже образцов нет. Ну, образцы-то есть, вот где-то что-то Кусочки, показал, да. Можете, сколько? На 20 рублей дешевле. Он говорит, вот такую хочу, как Нижнегорск делает. А он единственный такая черепица. Вот в другом месте не сделать. Можете? Да, есть. Сколько? Сколько? 340, а вам по 320 сделать. Они прекрасно, как психологи, понимают, что это заказ не только он черепицу заберет. Он заберет туда гидробарьерную пленку, он заберет саморез. Все вместе. Он заберет в комплексе коньки, это снегодержатели, ветровые доски, все. Там мы поработаем. Давайте заказывайте. Мы уже испытывали это дело. Ну, это же Черепица. После этого берем телефон, можете сделать? Да, можем. Ну вы скиньте заявку, мы скидываем. Только черепица, больше ничего не надо. Мы не сделаем. Мы не заработаем, да? Ну это же гениально. Это получается. гениально. Вот, пожалуйста, если вы хотите деньги зарабатывать, зарабатывайте так. Я не хочу. Не, подождите, а честно, есть способ нормально двигаться или что? Или уже все занято? Честно, нет, есть. Всегда есть. Ко мне вот иногда приходили, тоже говорят, а вот там ваши конкуренты. Я говорю, запомни одно, у меня конкурентов нет, у меня есть партнеры. Где-то я уже слышал. У меня есть партнеры. Конкурентами они становятся сами потом уже, если хотят. Если не хотят, всегда работаем вместе. Для всех работы хватит. Да. Для всех хватит работы. Да. И я не знаю, если бы у меня была воля, я знаю, сейчас можно вот взять, просто поставить газобетонную линию, производить. Единственное, что вопрос, сделайте так, чтобы этот газобетон был более качественный и дешевле, чем то, что делают сейчас. Вот над этим надо работать. Как его удешевить? Материалы ли, где, чего это самое. Технология, да? Да, газобетон в Харькове или там где-то в Твери где-то производят, они песок получают, берут песок. Посмотрите местные материалы. У нас тырса есть, она дешевая. Может быть, ее и туда использовать. Вы, получается, начали же просто с металла? Да, Просто металла? черный металл. То есть там, получается, никакой инженерной мысли не было, да? Нет. Просто это как Это торговые отношения, а лыж веришь? Это был 2002 год. Сын у меня в это время был на 3-м курсе, это аграрном учился, поступил. И он приезжает, а как-то получилось так, нам для дуги нужны были для укрытия картофеля, раннего картофеля. Мы поехали на Интерпромконтакт в Симферополь, взяли катанку, 8-ку, Да. заплатили, приехали. И вот назад едем, как, чего, металл, где он дешевле. Тут знакомые мои с Днепропетровска возили краску, продавали. Я говорю, ты привези мне газеты сюда, рекламные. Да. Где, чего. Тогда же не было мобильной связи. Сорока была. Да, вот типа Сороки. Он мне там несколько газет принес. Раз, телефон набираю, узнаю цену. А я же 8 лет на заводе проработал, на заводе машиностроительном заводе в Узбекистане. Работал начальником. То есть качественные характеристики металла, марки металла, глаз уже много. удельные веса, все в голове есть. Я спрашиваю, они говорят, за тонну. Тонна арматуры столько стоит, а сколько же метр стоит? Тут-то Интерпромконтакт метрами продают. Раз перекидываю, смотрю, нормально. Маржа неплохая, до 25-30%. Серьезно. Серьезно. Нормально, они же, конкуренции не было тогда, это сейчас уже. Голубой океан был. Да, вообще. только твори. И вот и денег у меня нету. У 2 сестер сколько было, там у кого 2000 гривен, там у кого 4000, вот собрал. Где-то порядка около 12 тысяч гривен. $1500 примерно. Да. Машины нет, с сыном. Сын приезжает, меня долбает. А денег не хватает, я же тоже считаю, надо хотя бы тонн 18 загрузить.
негде деньги взять. Я тяну, он приезжает на меня, обижается, когда поедете. И вот в один день приехал, опять не поехали. Садимся вместе, едем в Днепропетровск. Взяли эти деньги, наняли там машину, привезли 12 тонн, насколько хватило денег. Вот с этого мы и начали. 12 тонн черного металла. Ну, платежеспособности у населения тоже не было, это тяжело шло, долго шло. Ну, вот как оно, за счет изменения цены, завтра инфляция пошла, цена раз пересмотрела, уже как-то повеселее. У нас уже товар есть и Да. деньги. Если бы у нас гривны были, они бы Да. инфлировали. А так уже пересмотрели цены, потому что конкуренты поднимают, все поднимают, естественно. Вот с этого началось. Так, Ну и ага. еще что есть вот изначально. Вот здесь я сказал, человек 100 работает. Один случай был, То есть мой у вас строго, да? ученик, да, но он, да, сдался, жена онкологией заболела, лет 40, она умерла. Это обои тоже мои ученики. Вот. Кельде, Мурат, говорю, еще раз увижу. Утром пришел, от нее разит. Я говорю, ты извини меня, мы сложно. Ты на кару садишься, выгружаешь, задом сдаешь. На кого-то наедешь. Все, всех закроют. Нет, Ришат ага, все нормально, разговора не будет. Вот не будет разговора, будешь работать. Если еще раз ловлю, даже не в этом плане, а в том, что разреши тебе, вон там твой друг стоит. Все будут. Тебе можно, значит, мне это не надо. Вот Аллах шкур. Ну и получается, вы его и вытащили? туда? Вытащил, да, вытащил раз, ну, уже он ответственность чувствует. Да. Он вечером пить не пить, ты Да. завтра мне Да. на работу надо, Да. ладно, 100 грамм пропустил, но не упиваться, как говорится, да, это. И Келеб в какой-то степени вот это и дисциплина, это и порядок, это и безопасность, а это и охрана труда в какой-то степени. Такой вопрос, как рабочие места, ну как бы он же важен, да? То есть вы открываете производство и, соответственно, нанимаете людей на работу. Да. Ну, по уровню зарплаты я не знаю, как у вас ситуация. Ну, вы вот эти моменты учитываете? Вы смотрите, какая средняя зарплата, какой-то стандарт? Зарплата достаточно высокая, будем говорить, для сельскохозяйственного региона. Ну, вы, вот когда вы поняли, что вы, по сути, помогаете этим семьям развиваться, эти деньги идут на детей, на их учебу, вот этот вот момент, вы как-то Ну, осознаете? Осознаю, почему осознавал изначально, по одной простой причине. Дело в том, что мои дети росли, учились, они испытывали сложности в том плане, что я не мог им дать то, что они хотели. Вот я приводил пример с магнитофоном. Да? Да. Он хотел магнитофон, заработай, получишь. Основной приоритет детей, вот я благодарен им за то, они понимали, что я говорил, в первую очередь должны получить образование. В первую очередь образование. Одежда, пальто, это будет второстепенно. Ну, они не нуждались, я скажу, потому что я был трудоспособен и Ну, потребности обеспечивал в какой-то степени. Да, вот эти 90-е годы были сложности. Тут А у всех время. они у всех были, я ничего не говорю. Ну, самое главное, что я привил желание у них получить это образование. Сын аграрный университет закончил, одна дочка закончила КАПЭКС, экономист, третья закончила медицинский университет, сейчас завполиклиникой работает здесь, самая младшая. Вот 8 внуков. Они подарили сало. А так вот, допустим, ну, на улице люди, как вот, вы вообще знаете своих работников, каждого работника? Ну, Есть у вас такое? честно сказать, я один раз был шокирован. Я первый приезжаю сюда, ну, где-то к 8, мы с 8:30 начинаем работать. Машину я оставляю там, где вы сейчас оставили, вот там она стоит. Я оставил машину, иду в офис. Еще пока никого нет. Я первый, я иду открывать. Навстречу идет мужчина, проходит мимо. Сзади него сторож. Я говорю, а что посторонние? Еще мы не работаем, что ты запустил? А он бодрым шагом идет вот сюда в цех. А он говорит, работает. Я тогда был польщен. Не то, что удивлен. С одной стороны, вот плохо, что я как руководитель не знаю своих рабочих. Но польщен был тем, что он тоже не знает.
То есть вы друг друга не своего знаете? руководителя. Ну, это- Ну, взаимно, что сделать. Такое тоже бывает, потому что начальника цеха есть право самому принимать на рынок. Это, кстати, хороший Да. руководительский Он момент. ответственность принимаешь, ну и отвечай потом. А вы вообще как руководитель, вы ну, нормальный руководитель? Как вы сами себе оценку даете? Ну, у меня был опыт еще с советских времен. Я говорю, с 80 по 88 год я работал начальником ОТК машиностроительного завода. На заводе работало 850 человек. Продукция шла по всему миру на экспорт. То есть серьезно? Да, это серьезные моечные машины, топливо-маслозаправщики выпускали. Вот, объемы большие были. Металлопереработка была, наверное, после Ташкентского тракторного завода. Мы потребляли после них, наверное, самые большие металлы. Они больше нас все равно, у них объемы были больше. А вот второй, наверное, мы были. Это на Манганской области, вот в нашем И селе. вы вот эту вот систему управления... Эта система управления, она мне здорово помогла. У меня в подчинении 40 человек работало тогда. Она не устаревшая это была система управления? Тогда Да. комплексную систему управления качеством продукции я как раз там и внедрял. Серьезно. Новая система была, комплексная система. Новые подходы к качеству. Ну, почему я говорю? Кстати, как я там оказался на этой должности? Да. В 80-м году, 20 февраля, я пишу заявление, используя неприязненные отношения ректора института и моего руководителя. Мой руководитель уехал в командировку, иначе я бы не ушел, он бы меня уговорил не уходить. Он уехал в командировку, я пишу заявление, захожу к ректору. Ректор женщина Махфуза Султановна. Заявление на увольнение. Так, а где вы работаете? Я в проблемной лаборатории оптоэлектроники работаю. А когда вы это самое начали? Я говорю, с 78 года. А тебе еще отрабатывать надо. Говорит, 3 года же отработки тогда было. Я говорю, я у Мухиддинова работаю. А, у Мухиддинова? На. Я использовал вот это, ну, неприятно вспоминать. Почему неприятно? Ну, человека подвел, хороший человек. Я 120 километров от Ферганы до моего села, где я это, 120. Вот успеваю взять документы в отделе кадров, уволен 20 февраля, приезжаю на завод, принят на работу 20 февраля за 120 километров. Вот не дурак после этого. Еще и машин не было стоит. На автобусе, да, машин не было. Так по закону мне месяц я мог спокойно, у меня трудовой стаж не прервался. Нет, такой рьяный был. Приняли инженер-конструктор. Хорошо, инженер-конструктор. 19 апреля, как раз вот почти 2 месяца, вызывает главный инженер. А наш технический отдел, он находился вне завода, через дорогу, вообще в отдельном помещении. Там администрация завода была, цеха были там, 7 цехов. Через дорогу надо было на завод проходить. Ходил я там, знал более-менее технологии. Ну, он вызывает, пойдешь начальником ОТК. Я говорю, здравствуйте, я уже так условно говорю, я даже расположение цехов не очень хорошо знаю, какая там, надо же знать технологию, это же не шутки. Ничего, есть высшее образование, наверное. Ну, просто он, наверное, пару этих заходил, да. Я заходил с кое-какими вопросами там чисто по этому самому, он понял, что, наверное, уровень разговора соответствует, потянешь. Ну и пришел туда, там 9 человек работает в ОТК. 9. Начинаю смотреть уровень подготовки этих специалистов. Кому-то пальцы на штампе отрубило на легкую работу. Не может, давай к контролерам. А у него образования нету. Ты ему даешь штангенциркуль, что такие допуски, что такие посадки, он не знает. Но он контролер. Штатное расписание поднимаем. 40 человек должно быть. И вот потом тихо-тихо начал набирать. У меня появились уже люди с высшим образованием, там ответственные, с техникумом такие. Ну, подняли. Это уже, получается, уже ваш вклад. Да, это был мой вклад. Поставили фасовочную линию, заказали наши брендовые мешки под брендом ИВИМ. И вот там, если написана марка, она соответственно.
Ну, кто знает, он готов переплатить, но получить. Ну, а для вас вообще это важно, да? То есть, ну, Сам цемент, вот это то, что фасовка, она нам большой прибыли не дает. Но это имидж, который мы должны поддерживать. Это наш бренд, и мы просто гордимся, что на нем написано «ИВИМ». Наш. Люди приходят в магазин ИВИМ, и вот видят наш цемент ИВИМ. как бы лояльность тоже в том числе. Да, да, Лояльность, это да. однозначно. Ну, они прекрасно, вот даже на первые под нашим брендом, это мы начали это самое продавать, я сказал, гидробарьерную пленку. Он там ну, процентов на 30 дороже выходил, чем остальные поставщики. Но когда мы показали видео, что на нем можно стоять, вот он на страпелах Да. натянутый, еще сверху профнастила черепицы нет, люди просто стоят, вот так ходят. На других это Опасно. очень опасно сделать, это может, ну, в лучшем случае это порвется, а в худшем это можно провалиться, вот так вот. А это, пожалуйста, вот он стоит, килограмм 80 на нем прыгает, он держит. Тогда уже начинает смотреть, да, лучше я переплачу, потому что это важно. Еще знаете, вот, Шадрат, очень важный момент, когда вам пришла мысль из условного продавца переквалифицироваться в производителя. Вот этот момент, когда вы занимались металлом, это просто у вас был такой, купил-продал, Но купил-продал. это было где-то вот как раз, наверное, 2007-2008 год, когда мы работали с заводом «Арсенал», вот филиал завода «Арсенал» Симферополя по кровле. Я даже это здание, оно стоит, я могу показать, что там на этом здании их продукция лежит. И тогда уже начали смотреть ради того, чтобы была оперативность. Может быть, даже вопрос не стоял, заработать на этом как-то, какие-то деньги То сделать. есть вы сроки хотели просто. Да, быстро, за счет быстроты. Потом уже, да, станок, когда поставили, получилось так, что очень много начали подъезжать к нам те, которые хотели бы с нами сотрудничать. Представители, Да, как получается. представители, как дилеры. Да, начали работать, заказывать нам, тоже где-то надо было заказывать его. И мы больше уделяли внимание, конечно, и сейчас уделяем тому, чтобы не было хитростей. Мгм. Хитрости в каком плане? Разовая выгода, да, Ну получается? вот есть труба, Да, внешние размеры абсолютно одинаковые. да, Вот 60 на 40 труба. да. Толщина стенки. Вот теперь тут начинается Нюансы. катавасия. Многие клиенты, покупатели, которые приходят, они на это внимание не обращают. Почему? Потому что привыкли, что при Украине, если вот идет труба 2 миллиметра, она была 2 миллиметра. Она была гастированная. И кроме даже геометрических размеров, толщина, там, ширина, длина, состав металла, марка металла. Там была сталь 20. Сталь 10 – это самое такое. Сейчас трубы идут по техническим условиям, можно выпускать, по ГОСТу можно выпускать. И разной толщина. То есть варианты добавили. Да. К нам часто бывает, вот приходит, почем у вас труба 60 на 40? Мы говорим, какая? Они, а что, они разные? Пожалуйста, у нас прайсы. Надо толщина 1,6, она стоит столько. Надо 2 миллиметра, стоит столько. Надо 2,5, стоит столько. Ну, мелкие, они об этом часто не упоминают. Ну да. Пошли, звонят, у вас есть 60 на 40 труба? Да, есть. Сколько? А вот 129 рублей. Понизили. А, хорошо. А там сколько? А там 160 рублей. Вот здесь дешевле, пойдем возьмем. Взяли, поставили забор, стойки. При более-менее относительно сильном ветре этот забор упал. Что случилось? Я же вижу, добро, вот проезжаешь, заборы, что такое? А вот, пожалуйста. Копни, что случилось? Металл тонкий. Кто виноват? Никто. Никто не виноват, сам хозяин виноват. Сам не знал. Страшно то, что вот часто даже бывает, вот здесь, вот у нас менеджер из смет сидит, позвал, заходит ко мне, Ришат Меч, вот клиент пришел, ангар строит. Фермер вот с Азовского тут недалеко. Фермы надо вот эти вот рассчитать. Как можно?
Все, я говорю, а что? Колонны, то все. Они колонны, говорят, это, колонны какие? Я спрашиваю, из чего сделаны вот эти стойки? А я, говорит, уже забетонировал все. Как забетонировал? На каком расстоянии? Он мне говорит, через 3 метра. 3 на 3. Пролет 3 метра. А зачем тебе фермы? Кто тебе это сказал так делать? Ты что строишь? Ангар для зерна. А ты думал, что в этом пространстве как грузовики будут заезжать? Ну, как-нибудь заедет. Вот как-нибудь он тебе зацепит стойку одну, и у тебя все вот это вот потянет. Ты об этом думал? И тебе дороже. Кто тебе сказал? Мне сварщик сказал. Ну, если сварщик у тебя инженер, он проектировщик, то иди дальше, пусть он тебе считает. Я тебе считать не буду эти вещи. Потому что ты попал на деньги. Просто тупо лишние стойки, лишняя работа, ты попал. А скажите немножко вот про это здание. Вы изначально, ну, какой-то план был, или вы просто хотели что-то построить? Ну, мы и хотели построить, будем говорить, то, что хотели. Вот именно детский центр, может быть, какие-то кружки, то все. Вот под него оно было сделано. А это первое было такое большое здание в Асе? Да, вот эта площадка была пустая. Пустырь был. Да. Как выяснилось, постсовет его выставил на аукцион, эту землю. Мы решили поучаствовать. С боем, правда, это так получилось. Где-то что-то там с материка подключились фирмочки такие, которые хотели на этом заработать. Не построить они хотели заработать. Давайте пройдем вовнутрь. Селям алейкум, напас не дайс. Получается, да? А я смотрю, это девочки говорят, там камера ходит, думаю. Да, это снимают они. Это наши, да. Все нормально. Все, тогда хорошо. Да, все хорошо. Наверх, да, идем? Да. Ничего, нормально. Наши арендаторы, вот это риэлторы там. Ну, вы первый этаж, получается, под коммерцию, да? Да. Под аренду. Но все равно это считается, как бы, понимаете, детское же всегда как-то стороночки сюда было. Ну, получается, это... Большого дохода же не оставляет. Здесь вот доход когда еще более-менее, там, не рождение такое, где-то что-то. А так дети пришли. Во-первых, ответственность. Что нам нужно сделать для того, чтобы в Джанкое условном образовалась силиконовая долина? Вот силиконовая долина, ну, Нижнегорск, давайте Нижнегорск, да. Но Джанкой, знаете как, все же смеются над Джанкоем, о, Джанкой. А имеется в виду вот таком, в глобальном смысле. Что нам нужно сделать, чтобы мы из эстрадно-прикладной, Понял. да, стали вот... Ну, я уже как-то тоже говорил насчет этого, у меня мечта, чтобы у нас біздің халықтан шықсын люди, подобные Стиву Джобсу, Илону Маску. Я уже как-то, по-моему, в какой-то передаче съемки говорил это. Но сейчас что нужно сделать? Надо потенциал есть, потенциал детей есть. Организовать это часто и густо. Если эта функция находится в руках нашего государства, то рассчитывать, что мы что-то можем получить, я не вижу перспективы большой. Если это будет в руках заинтересованных каких-то лиц, может быть, собрания лиц, там, ну, какой-то группы лиц, которые бы действительно хотели с душой решить проблему, несмотря сколько я на этом заработаю или сколько я потеряю. Потерять, да, надо будет приготовиться, что надо вкладываться в это. Ну, не потерять, вложить. Это вложить. Вот правильно ты сказал, потому что вот это подрастающее поколение есть, когда ему сейчас 10, 11, 12 лет, это надо будет 8, 10, может 15 лет в него вливать это. Потом пойдет отдача. Потом будет отдача. Вопрос специалиста. Специалисты, я вижу, есть. Специалисты, вот, я же вижу, кто ко мне приходит на работу, просится. Их уровень подготовки.
их целеустремленность, их потенциал знаний, который можно продолжать. Мы пока используем этот потенциал в том направлении, который он нужен для нашего предприятия, для нашего производства. Хотя он гораздо более шире. Можно сказать, вот давай, друг, программированием займись, да? Вот то, что мы говорим о Силиконовой долине. Он может этим заняться. Ему надо ставить конкретно задачу, давать эти условия. Мы какие задачи можем, как производство? Давай, надо программу для управления вот этой всей системой, для учета, для хранения. Вот мы ставим такие задачи пока. Это может быть наша беда. Но кто-то должен это взять. В свои руки как-то сконцентрировать и сказать, давайте вот это будем делать. Тогда да, тогда пойдет. Жалко, много наших специалистов, я знаю, они оказались вне нашего государства, вне нашей территории. Как их вернуть? Вопрос, как вернуть. Вернуть надо предложить условия лучше, чем они там имеют. Или хотя бы приемлемые условия? Приемлемые условия. Такие люди не будут гнаться за заработной платой. Я знаю, по себе знаю. Не зарплата самое главное, гарантии. Гарантии того, что ему дадут работать. Гарантии того, что не будет каких-то непредвиденных ситуаций в его плане. Что он не заинтересует его, как будем говорить, может быть в кавычках, будет интерес у государства его использовать как вала, как тягловую силу. То есть безопасность. Да, абсолютно без учета его потенциала. Да, давай, пойдешь, вон там, нам механизатор нужен. А он, условно говоря. Вы поняли, о чем я говорю. То есть должна быть определенная защита, определенные гарантии. Тогда вот я на их месте тогда только, может быть, принял это предложение. Сейчас. Но вот смотрите, сейчас же такое время, у нас по сути уникальное. Сейчас одно приложение может стоить как бюджет государства. Да. То есть получается, сегодня у крымских татар есть отличный шанс через приложение выйти на этот мировой уровень серьезный. Да. Вот для этого есть какие-то алгоритмы? Конечно. Дело в том, что вот именно эту задачу, если ставить, для этого абсолютно не нужно находиться конкретно на географической какой-то территории. Можно находиться в Антарктиде и вот эту задачу решать. Вот почему в первую очередь выезжают те, которые связаны с интеллектуальным трудом и которые связаны именно с информационным. Они не привязаны к чему? Они не привязаны, им не нужен станок, им нужен только компьютер. Компьютер можно и в Турции поставить, и в Узбекистане, и в Киргизии, и где хочешь. Ну, то есть, по сути, их отток, он не так страшен, да, получается? Но они же в Крыму, условно говоря, или нет? Нет. Они территориально там находятся. Интеллектуальный труд – это их труд. Никто их не будет, допустим, там это самое делать. Здесь сложность вопроса, наверное, в том, что когда человек один, он иногда сам себе задачу поставить даже не может, правильно сформулировать задачу. Что мне делать? У него есть потенциал, но этот потенциал он не знает, как применить, поставить задачу, чтобы решить эту задачу. Вот, я же говорю, давайте так, вот немножечко опять вернемся. Оптикой-то заниматься начали, к примеру, как раздел физики оптикой не недавно начали, его уже сотни лет. Электроника там сотни лет, будем говорить, занимается. Ну почему тогда эту задачу не ставили, а оптоэлектроника фактически пошла, развитие пошло там сначала с 80-х годов, 70-е, 72-е. Вот только тогда как-то начали объединять вот эти два раздела науки, оптику и электронику. И на стыке этих двух наук потом пошло оптоволоконная система, которой вот, пожалуйста, сейчас интернет надо проводить, оптика. Там же не электричество идет, там свет идет по проводам. Вот эти как-то этот вопрос знаю как, но не знаю для чего. Вот когда человек будет знать для чего,
И знать как и сколько это даст, это третий вопрос, немаловажный вопрос. Тогда он будет этим заниматься. Тогда у него будет какой-то интерес. Мне было обидно, 79-й год, у меня изобретение, ну я не говорю у меня, у нас, вот в лаборатории, там 4 соавтора было, хотя если рассказывать историю вообще создания этого изобретения, это отдельная может тема быть долго. Сделаем отдельно. Когда изобретение пошло, этим изобретением заинтересовались, она же мировая, это лидеры были. Авангард. Авангард, да, вот это изобретение, применение, вернее, прибор для определения влажности материалов экспресс-методом. Он в то время делал фурор вообще в промышленности, в частности в Узбекистане. Хлопковые бунты, заводы. Как мерили влажность? Полчаса. Баночку берем, набираем образец туда, заносим в лабораторию, взвешиваем, потом выпариваем, опять взвешиваем. Сколько выпарилось, вот на этот вес какая влажность в процентном отношении. То есть это занимало полчаса. Но полчаса это не жалко. Точности там не было. Точность. Директор пришел, сколько там получается, к примеру? Получилось 12%. Напиши 16. Ну, 40 килограмм с тонны, нормально. Там следующий прицеп, еще 40 будет. И вот пошло, там пухли карманы вот так вот. Японцы заинтересовались. $200 тысяч по тем временам они предлагают. Мы готовы купить патент. Теперь изобретение. Мы уже тут что купим? Да я себе «Жигуля» куплю, то третий десяток. Да я вам сказал, какая была оценка труда. 50 рублей каждому. А в Японию не думали поехать? Не приглашали как специалиста? Не, в то время еще нельзя было даже думать о том, чтобы выехать, особенно в Японию. Я вчера разговаривал тоже, как первый раз по графе. Национальность, 85-й год, я работаю на заводе, друг подошел и говорит, есть путевки в Венгрию. Венгрия хоть и была в соцлагере, но она считалась народной республикой, не социалистической. Чехословакия социалистическая была, но Югославия и Венгрия, у них были элементы частной собственности тогда, то есть частный бизнес можно было вести. И туда не пускали. В Болгарию можешь поехать, но туда нет. Я говорю, не пустят. Ну давай попробуем, вроде Горбачев, немножечко смягчение. Ладно, уговорили, документы готовим, отправляем. Областное управление КГБ тогда было. Они дают окончательную резолюцию, разрешение на выезд. Получить загранпаспорт. Дали, пустили. Вот я первый, будем говорить, из крымских татар тогда оказался в стране, в государстве, приравненный к капиталистическому строю. Мне было очень интересно посмотреть все-таки, что это за государство и как там живут. И первый раз за границей, будем говорить. Шокировало, когда гид, сопровождающий нас, русскоязычный, переводит. Мне интересно, я же задаю вопросы, как, чего. Вот. Да, у нас есть, можешь иметь грузовик в личной собственности, бизнесом заниматься, развозить. Магазины, в то время у нас не было такого. Как? Только просьба. Частный магазин, говорит, если заходите, там можете поторговаться. Государственных нельзя торговаться. Для нас это тоже дико, потому что мы выросли в Советском Союзе. Мы не знали, что в магазине можно торговать. На рынке да. Вот, на рынке же торговались. Почем помидор? 3 рубля, а можно 2,50? Можно. Там такого не было. Ну, конечно, вот эта 7-дневная наша экскурсионная поездка для меня очень... Для кого-то просто прогулка. Прокатнулись, закупки, подарки привез 103. Даже не осмыслил, да, что происходит? Я немножечко по-другому смотрел. Если мы возьмем наш народ в ссылке, да, в Советском Союзе, возьмем его интеллектуальный потенциал.
инженеры, руководители от 0 до 10. И вот мы уже дома находимся, да, вроде как дома, немножко расслабились. Вот у нас этот уровень сейчас какой? Он снизился, такой же или он возрос? Как мы вот сейчас в интеллектуальном плане себя чувствуем? Как объяснить? Он возрос, потенциал возрос. Весь вопрос использования этого потенциала, использования этих возможностей, наверное, остался на том же уровне, будем говорить, в лучшем случае. Почему? Потому что в Узбекистане, когда я был юнцом, будем говорить, да, у меня в окружении, ну, среди родственников были, вот Ибраим Майджи, Рахметле Имджем, Ленин Байрагы выпускалась газета, он часто туда писал свои произведения, литературные произведения, стихотворения писал, там очерки писал. Мне приходилось с ним общаться, очень интеллигентный. Аузына бір псур лав чыкмаз еді деген, да, такой аккуратный. Общались. Ну и в том селе, где я рос, тоже были такие люди, которым я просто завидовал и слушал, если что-то говорили, да, с открытым ртом слушаешь. Реализоваться им тогда было сложно, потому что система не давала. Не давала. Работали они как? Он стихи пишет, но он работает, допустим, там мотористом где-то. Вы сказали про ту возможность, которую вы предоставляете преподавателям, учителям языка, там какие-то методики. Как это работает? Вот вы можете ее сформулировать? То есть что можно у вас здесь, какую вы площадку предоставляете и что можно у вас здесь научиться? Ну вот эта вот площадка, даже если взять, ее можно немножечко сократить, выделить там для 3-4 классов, там, я не знаю, квадратов 150-160. Если необходимость есть, поставить парты, если необходимость есть, какие-то другой инвентарь, который нужен для обучения, компьютеры, где-то что-то, и заниматься этими детьми. Но нужны специалисты. Когда мне говорят, вот вы физик, возьмите, сведите. Физически нет у меня этой возможности. Просто. Или я этим должен заниматься, или заниматься тем, чем я занимаюсь. Вот это то, что здесь вот создано было, это создано не мною. Абсолютно. Вот эта работа, это достижение моего сына. Это его желание. Если бы меня коснулось, я бы, наверное, до этого не дошел. Вот он, имея своих детей, он хотел, чтобы его дети могли воспользоваться вот тем, что есть. Это игровые вот эти вот зоны, там то, 3, 10. Он это сделал. И я рад, что вот у меня такой сын, который учитывает возможность именно социума, потребности вот для детей где-то что-то здесь создать. Он создал. Если есть какие-то технические специалисты, да, которые молодежь, там, которые развиваются в науке, то вы готовы как-то содействовать этому, да? Но у нас же еще есть наука лингвистическая, то есть лингвонаука, это история, прикладные наши вещи. Вот там все очень грустно и все тихо. Вы не думали? Грустно, но я почему? Может быть, потому что я сам по себе по натуре технарь. Ну да. Я технарь, я не филолог. Может быть, потому что я испытал те сложности, когда, но по тем временам не финансовые, будем говорить, сложности были, а были сложности чисто материально-технического снабжения. Тот же осциллограф негде было купить. Да. Мы не могли пойти в магазин и сказать, дайте нам осциллограф, вот он продается. Это он уже появился первый, я не знаю, может, в 85-х, 86-х годах. В 80-х, 70-х годах еще пойти купить осциллограф или частотомер, там, даже хороший блок питания, не было такого лабораторного образца, чтобы можно было регулировать где-то что-то делать. Хотя то, что у нас было в институте, это мы максимально использовали, он не простаивал, где-то что-то делали. Но это институт, там надо было работать. Работать за. То есть получается, сейчас же все возможности есть, все Сейчас приборы есть. Сейчас все можно достать. А почему не занимаются люди? Вот это мне тоже странно.
Если бы мне было лет, допустим, 25-30, я бы ни на какой бизнес, я бы купил эти приборы и начал бы работать. Сейчас мне немножко сложно по одной простой причине. Возрастные изменения. Даже будучи в очках, я долго читать не могу. Компьютер я еще читаю. Но взять книгу прочитать обидно, жалко. Знакомые, друзья, известные книги покупаю, но открою одну страницу, прочитаю, две, у меня уже глаза начинают это самое. В компьютере я могу дать масштаб 125, он увеличил, я читаю. Но здесь я масштаб увеличить не могу. Надо линзы увеличивать. Но все равно глаза уже устают. А электроника нужно зрение. Я вам говорю. Ну да. Электроника это... Может быть, в этом в какой-то степени есть даже не только вина, не назовешь это виной, потребность общества больше уделять внимание информационным технологиям, чем все-таки электроника это же материальная наука, это платы, это создание чего-то, хотя робототехника вот без этой платы работать не будет. Наши телефоны без электроники работать не будут. Ну, как будто бы это недосягаемый уровень какой-то. Да. А вот что несет эта электроника, какие программы несут, людям это гораздо более интересно, чем как реализовано, какая микросхемка там стоит, как идет эта обработка сигнала, двоичная система она или десятичная, или семеричная система. Это уже никого не волнует. И никто этим не хочет заморачиваться. Кто заморочился, они сделали. Ну, кто там наши? Apple, Стив Джобс, да? Сделали. Начинаешь смотреть, откуда многие из этих людей, они получали советское образование. Советского Союза, да. Они практически вот моего возраста, может быть, даже не то, что может, а некоторые на 10-15 лет младше. Они отсюда переехали и там что-то создали. Там у них была эта возможность. Здесь у нас этой возможности нет. Сейчас есть. Сейчас уже есть. Ну, уже, наверное, не знаю, может быть, мода должна быть какая-то, в кавычках я говорю, чтобы по телевизору говорили, что это есть потребность в этом, где-то что-то. Ну вот, знаете, вот сейчас столько говорят про потребление, да, что общество потребления вообще растет, вот это вот, оно увеличивается. Получается же это проблема напрямую. То есть у нас никто ничего не производит, все только потребляют. То есть используют уже чье-то приложение, где-то сделанную технику и так далее, и так далее. То есть, может быть, мы растем в этих условиях просто? Ну да. Это удобно. Это наши пропагандисты даже термин придумали – параллельный импорт. Что значит параллельный импорт? В моем понимании это украсть. Серый товар. Да. Украсть, зачем платить? Параллельно мы оттуда, не прямо, ну назови его поперечным импортом. Не, он же параллельно, вот касса, вот параллельно Да, кассе. вот параллельно касса. Красивое слово. В этом плане, да. Но здесь, наверное, тоже это работает. Легче где-то что-то перекупить, перепродать, заработать на этом. В Турции, ну, последние 4 года, будем говорить, я там часто бываю в Стамбуле. Каждые 3-4-5 месяцев раз я обязательно там бываю. Ну, мне интересно, как инженеру, как бизнесмену, смотреть, как они строят, как они живут, как это все делается, как организуется, откуда финансовые потоки, куда, как зарабатывается. Меня поразило то, да, уровень, интеллектуальный уровень, образованность, может быть, здесь, особенно Бзенхалкта, выше, чем там, средний уровень. Количество миллиардеров. Один из показателей. Турции и вот взять Россию, Украина или страны СНГ, тот же Узбекистан, и попробовать сравнить, что же получается. Получается, там их намного меньше. Здесь больше. Ну, на миллион населения. В относительных цифрах. Не в абсолютных. Чем заинтересованы? Что у нас, вот когда ты задал вопрос общества потребления, заработать
легче, продав что-то. Или перепродав. Лучше перепродав, чем произвести и продать. Да. Что мы можем продать? У нас есть полезные ископаемые, у нас есть лес, там то, третье, десятое. Что есть? Ну, в Крыму что мы можем продать? Мы можем продать побережье, климат, море. То есть вот это. Природу. Природу продать, да. Красоту вот эту, я не знаю. Ну, Бахчисарай что может продать? Бахчисарай может предложить лавандовые поля там. Ханский где-то, дворец у нас есть. да, Ханский дворец. Ну, яблоки производит, да, персики производит. Футкале Это у нас всё. всё. Я знаю. И мангу в Кале есть. И кокос есть еще. Это наша гордость. Да, это Айтаджагом. Ну, давайте теперь сопоставим, а что имеет, допустим, южнокорейцы с Южной Кореей. Вот, кстати, Южная и Северная Корея. Ну вот это ответ на ваш вопрос. Условия жизни Один одинаковые, народ, по сути. материальная обеспеченность ресурсами одинаковая была. Почему Южная Корея такой рывок дает относительно Северной? Там нищие государства, а здесь они богатые. Почему? У нас на дорогах корейских машин, их всего 50 там миллионов населения. 50 миллионов. Но каждая четвертая машина, которая здесь ездит, южнокорейского производства. Каждая третья машина, вторая, не вторая, а шестая, седьмая, она японского производства. А сколько наших ходит? Наших там ходит УАЗик, буханка, который До сих пор производит. 58 года. 1,5 миллиона стоит. Обидно, да, обидно. Ну что делать? Вот Вот, наверное, когда у нас не будет ресурса, тогда мы начнем думать, а из чего? Вот у меня нету песка, не из чего сделать стакан. Давай я буду с чего? Сначала вторсырье, потом давай кора- заменитель чего-то. кора же где-то. есть дубовая. Да, потом будем думать, из чего ее делать. А пока есть, зачем голову ломать? Это плохо. Вот, кстати, вы сказали про то, что я в последнее время думаю, что когда мы говорим про Крым, как про родину, да, про некое место, мы все время привязываемся к природе, по сути, да? Ну, природа, Ну, она как, природа кормилица первая, она же... Да. Мы же смотрим, что можно взять. Камень взять. Этим камнем, конечно, из этого камня можно статую сделать, можно кувшин сделать, но можно этим камнем кого-то и убить. То есть назначение вот этого зависит у нас в голове. Что я из этого камня могу сделать? Правильно? да. Или произведение искусства получится, или чья-то судьба. Ну, получается, вот за это время, которое мы находимся в Крыму, у нас же кроме природы, по сути, ничего нету. Может Нет. быть, Нет, есть. У Что? нас есть богатая история. Это не материальное. У нас есть культура, у нас есть язык, у нас есть наши традиции. Это немаловажно. Но это есть только инструмент для цели. Это не цель, это не достижение, а инструмент для достижения цели какой-то. Когда, вот я говорю, культура, отношения, уважение. Пришли, я говорю, для Веры, можешь помочь? Ты говоришь, могу. Когда мы садимся, но для этого ты достаешь бумагу, давай заключим юридический договор, что ты меня не кинешь, что ты меня не обманешь, что если результат труда будет мне 50%, тебе 35%, а 15% дяде надо отдать, тогда это не культура. Это, да, нормальная практика, будем говорить, в развитых государствах. Но тогда, когда я приду к тебе с проблемой или скажу, давай вместе работать, мы вместе в одной упряжке возьмем это дело как свое личное, а не так. Ну, вот как я приводил пример с изобретением. Изобретение, когда мы этот вопрос подняли, извините меня, чтобы патент продать, изобретение надо запатентовать в какой-то, или в той же Японии, или в ФРГ, юридически, которое было бы в мировом пространстве, оно признавалось.
Ну, аккредитацию сделать, да, нужно? Да. То есть заявить. Они нам что сказали? А вы читали, что написано там? Да, авторское свидетельство. Вот правильно, авторское свидетельство. То есть свидетельство, подтверждающее, что вы являетесь изобретателем, но правообладателем является государство этого изобретения. То есть вы его продать сами не можете. Ну давайте, пусть государство продаст. Нам не нужны деньги уже. Нас интересует материальное подтверждение того, вернее, Признание, по да, сути. признание, не материальное, а это самое признание. Мы Статус. будем горды, что вот наше изобретение, оно оказало пользу для всего человечества. Мы будем этим гордиться. Но это надо $600, оказывается, чтобы запатентовать его за границей. Так ну запатентуйте. Ну в государстве надо заложить эти деньги на следующий год. Нет, милые мои, японец или китаец или кореец ждать этого не будет, или американец. На следующий год или через... Ему надо сейчас. И вам это надо сейчас, чтобы хлопок не обворовывали, чтобы поставщиков не обворовывали, чтобы покупателей не обворовывали. Увидел он эту влагу, все, вот она есть. Вот где, наверное, больше надо нам думать. А так, Да. ну, даже не знаю, что сказать. Хочется видеть, хочется слышать, что завтра вот кто-то, житель Бахчисарая или житель Карасу-Базара достиг таких-то целей, его программа учтена. Чуть-чуть отвлекусь еще. Вот я, когда говорил, что школа была, то 3-10, несколько моих односельчан, они летают, один в Майами летает, один летает во Франции. Мой одноклассник, эти братья, их 9 детей было в семье, 9, 2 девчонки и 7 пацанов. 7 пацанов военные летчики выучились, а 2 девчонки, они закончили Куйбышевский авиастроительный институт авиационный, конструктор. То есть все в авиации. Это гордость нашей школы тоже достигли. Вот 2 из этих пацанов, они летают за границей. Они Гражданская авиация? Гражданские. Были военные, переучились на Боингах, на этих самых, летают там. Один, Латыпов фамилия, может что-то вам скажет, вспомните. Слышал нет? я, ну я строителя слышал. Вот это. Так, вы Латыпова строителя слышали, но я вам скажу больше. В 80-х годах была передача, Якубович его вел. Передача «Что, где, когда». Может, слышали? Нет? По Якубович центральному вел? телевидению. Да. Да, нет, не Якубович. Листьев вел его вначале, потом Ворошилов вел. Ну да, Якубович. Я извиняюсь, Якубович это так, бизнесмен. Одним из участников этой передачи, первым обладателем приза «Хрустальная сова» был наш сотрудник института, мой близкий друг Нурали Латыпов. Их было 3 брата. Он у нас работал на кафедре теоретических основ электротехники преподавателем. Очень эрудированный человек. На первую передачу он поехал, на вторую передачу уже должен был я с ним вместе ехать. Было предложение, да, играть. Билеты были куплены уже, время назначено, все, билеты куплены на самолет. Ну, у меня температура, я часто простужался, 39, и все. Какой там? На вторую передачу второй мой друг, тоже с нашей компании, кореец пан Вадим полетел. Уже я сдал билет, на него переписали, и он на второй передаче там был. Нурали Латыпов, ладно, я оставляю его, не хочу о нем много говорить, потому что кое-что изменилось с тех пор. Мировоззрения наши разошлись, будем так говорить, мягко говоря. Но его один из братьев уехал в Америку. Вот этот парень, отец у него физик, мать математик в школе были, очень эрудированные ребята, 3 пацана. Вот один из них в Америку переехал и там разработал программу виртуальной реальности
для подготовки авиапилотов. И гражданской авиации, и в том числе военной. Вот и Пентагон эту программу у него Это закупает. круто. И сейчас использует эту программу. Вот это к тем словам, почему здесь он это не делает. Потому что даже если бы он это разработал, она никому не нужна. Потребности нет. А там он это понял. Он ее, кстати, создавал чисто для компьютерной программы. Ну, вы знаете, наверное, игры, да, вот эти стрелялки, то, все, наверх посмотрел, или те же танки, там, то, все, чтобы объемность создать. Именно объем. Вот это как раз эта программа была. Летчик вверх, штурвал, Да, путь да. пошел, там небо показывает, вниз землю показывает. Последний вопрос, Ришата. Очень коротко, если у вас получится. Вот у вашего поколения был вопрос возвращения в Крым. А какие вот у нас задачи сегодня, у нового поколения? Задача, я так считаю, нам нельзя останавливаться. Да, в какой-то степени общий уровень жизни, благосостояние сейчас вполне достаточное. Но если мы будем акцентировать внимание, что человеческая жизнь, человек вообще живет и должен жить вот на таком уровне, это достаточно, то мы деградируем. Материальное, то, что мы имеем материальное, оно надо рассматривать как Богом данная возможность для нашего народа и вообще для человечества в общем, чтобы продвигаться вперед. У нас куча проблем. Только не желающий, ленивый, может быть, не видит, сколько у нас проблем. Ведь что такое наука? Наука не то, давай я займусь наукой. Нет. В науке, кстати, самое сложное поставить задачу. Что делать? Что нужно? Если мы правильно эту задачу сформулируем и поставим, и будем потом идти, очень тяжело карабкаться. Вот постановка этой задачи. Многие не знают, что делать. Давайте так. Сколько у нас инвалидов ходит, которые на колясках? Много? Чем должна заниматься наука? Вот давайте этим будем заниматься, помогать этим людям. Сколько у нас слепых? Абсолютно слепых. Давайте мы будем вот эту задачу будем ставить, как-то идти к этому. Сколько у нас больных Паркинсоном, Альцгеймером? Ну, есть проблемы? Есть. Это я говорю чисто по медицинской части. Уважающие себя медики, научные сотрудники медицины. Вот, пожалуйста, вам задача. Сами вы не можете, чтобы эти решить вопросы, это контактировать именно с информационными технологиями и с электроникой. Потому что это электронные приборы какие-то, может быть, механика, там, ну, электромеханика. Контактируйте, ищите. Вот вам куча задач на сегодняшний день. Единство, когда происходит какая-то беля, ну, то есть какая-то дом сгорел или что-то, мы объединяемся, помогаем. Вот когда мы начнем в радости объединяться ради благих целей, у нас будет такое вообще? Вопрос философский, риторический, не знаю. Это проблема не народа, я так, мое мнение. Это не зависит, опять-таки, ни от национальности, ни от религиозных этих самых предпосылок. Это проблема, скорее всего, я смотрел, социология. Чем беднее живет народ, тем он в какой-то степени сплоченнее всегда. Почему? Сплоченность может быть ложна, но она предполагает взаимозависимость. Когда в бедности мы зависим друг от друга. У тебя есть лошадь, у меня лошади нет, у меня есть корова. Когда мне нужна лошадь спахать огород, я к тебе обращаюсь. И ты помогаешь. Почему? Потому что у тебя коровы нету, тебе надо будет завтра молоко. Но когда у тебя есть и лошадь, и корова, и у меня есть лошадь, корова, мы в друг друге не нуждаемся. Эта проблема идет именно цивилизационная вот от Европы.
Посмотрите, пожалуйста, на европейские страны, к чему это привело. Это изолирование не только идет слоев общества, изолирование идет личности. То есть даже браки уже не хотят. Если вот мы женились, я женился 26 лет после того, как женил братишку. То есть младше меня, я его женил, я из всех 5 детей самый последний женился. И я себе тогда говорил: Ришат, а все мои друзья, одноклассники уже практически все женились, замуж повыходили. У меня уже невест не оставалось для меня. Реально. Увлечен работой, в работу отдавался, но не было у меня времени для личной жизни. Потом говорю, уже надо, в конце концов, пора, надо думать. Завтра, послезавтра Карбабай никто не пойдет замуж. Это с чем связано? Сейчас стареет вот время выхода замуж и время женитьбы, он стал, это возраст будем говорить, не время, а возраст, он стал выше. Да, создание семьи. Уже 30 лет, 32, вот у меня молодежь бегает, 32 года, а что ты ходишь? Что ты ходишь? Тебе 60 лет будет, у тебя только внук появится. Ты не хочешь на свадьбе внука погулять? Так и продолжительность же тоже растет. Да, растет, но дело в том, что есть уровень жизни. Но, извини меня, 32 года он живет у родителей, ждет, когда там это... А когда о семье думать будешь? Я бы, допустим, я 5-й ребенок в семье был, 6 было, первенец умер, когда был маленький, еще кондактор был. 5 остались, вот я 4-й. После меня еще братишка, последний отца. Я 4-й ребенок. Но даже тогда я вспоминаю, вчера вспоминал, сидел, что мне отец сказал. 1 сентября была свадьба братишки, а 19 декабря день рождения Брежнева, вот что-то я запомнил. Моя свадьба, то есть через 3 месяца. Бабам, говорит, я, говорит, бездым. Свадьбу я уже это самое, если хочешь, сам бегай, что хочешь делай. А тогда все надо было доставать, мясо не пойдешь, не купишь, напитки, водку, все это надо было доставать на стол. Банкетных залов нет, надо было договариваться, столовых где-то, ресторанов там, особенно у нас и не было ресторана где-то что-то. И вот я тогда вспоминаю, мне пришлось ехать, садиться в Ташкумыр, подключать знакомых там с шахтостроеуправления, его посадил в машину, поехали на мясокомбинат Ташкумыре. Оттуда договорились, взяли ляжку одного быка, там 65 килограмм, что ли. И вот эта ляжка на свадьбу привезли, что достал я, мясо достал, понимаешь? Бабам сказал, а я сижу тогда, для меня казалось, да, бабам уже. А ему было 61 год. А вам не обидно за это? То, что он всем Нет, сделал, а вам нет? Он действительно был измочаленный. Почему? Потому что вот эти 5-4 свадьбы провел, они делались все во дворе. Это надо было доставать столы. Тогда материала лес достать где-то что-то тяжело. Бегать, искать, перевозить, обеспечивать музыкантов. Ну, там проблем. Это тяжело. Даже обычный лимонад достать, и то иногда проблема становилась. Сыр надо где-то достать, масло где-то достать. Ну, понятно. Это сложно было, вот это. А тем более, я же говорю, я уже 26 лет, какой-то вес и на заводе имел. А он работал еще, продолжал водителем работать там в совхозе. Это. Поэтому сказать лучше хуже. Чем лучше мы будем жить, тем сложнее будет социум. Позже будет жениться. А зачем? Зачем нам 3 детей? Нам одного, дай бог. Вот мои сотрудники, я говорю, сколько? 2. А что думаете? Уже пора о 3-м. Зарплату поднимаете. Ой, дай бог этих 2 на ноги поставить. Сколько у родителей вас было? 4 или 3? Ну а что? Они же поставили. Им было гораздо сложнее. Ты приезжаешь сейчас на машине, а тогда у них и легковой машины не было.
Добрым? Так получается, что благосостояние народа – это такой обоюдоострый нож, получается? Да. К сожалению, это так. Аллаха шкур своим детям. Я вот это, наверное, в какой-то степени объяснил, или подсознательно они поняли это дело. У двоих трое детей, а у Селима двое. То есть 8 внуков. То есть не по двое, а по трое. Аллах берсин, может быть, и не остановится, может, еще хоть по одному, по два. Ну, вы знаете, еще есть такое выражение, как бы, что наш народ за высоким забором сейчас прячется. Ну, строит высокие заборы. Знаете, как вот в Узбекистане были Понял. ритуалы. Понял. Ну, с одной стороны, мы хотим как-то, наверное, какую-то экосистему, да, наверное, выстроить внутри дома. Но мы не ограждаемся от соседей. Вот знаете, раньше были хапахоношо, когда с соседями вот такие отношения были. Не, я не думаю. Не думаю. Ограждает не заборы, ограждает спесь. Это что, расшифруйте? Спесь – это когда я себя считаю там шахзадой какой-то. Снобизм, понимаешь? получается? Да, в какой-то степени. Я великий, ты никто, там, тот, третий, десятый. Вот это отношение, когда мы говорим, что я чего-то достиг в этой жизни, что мне, твое мнение там. Я уже самостоятельный, я твоя самостоятельный. помощь не нужна, зачем? бензин в машине Да, есть. Однозначно. Я, вот кстати, это, не думал об вот этом. это, скорее всего, заборы нет. Вот у нас тоже есть, я знаю, люди с заборами общаются. А есть люди без заборов, они как враги. Такое тоже есть. Поэтому сам забор, цвет ворот, толщина калитки, это десятистепенное, наверное, третье. Тут воспитание, тут культура общения. Есть у меня друзья. К сожалению, я и терял друзей. Были такие друзья. И очень тяжело сын у меня переносил, когда тоже потерял. Ну, бывает. Семьи разошлись, вот семьи, росли вместе, трудности вместе были. А потом в какой-то момент для кого-то оказалось бизнес, деньги дороже, чем вот эти отношения. И это, к слову, когда вернемся, когда я сказал, у меня есть партнеры, а не конкуренты. Кто-то увидел во мне конкурента. А я не вижу конкурента, я всегда вижу партнера. С ним можно сотрудничать. Ну, может, потому что вы большой, может, поэтому вы никого Может не видите? быть, я не знаю, может мировоззрение другое, может ценности другие, может для кого-то деньги важнее, чем уважение, авторитет или отношения. Я не знаю. Это уже пусть они говорят. Я знаю, у меня есть враги. Есть. Но их мало. У меня гораздо больше друзей. Я этому рад.